Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 3 октября. Смотрим мы с вами все знаки зодиака по очереди, от овнов до рыбок в одном видео. Смотрю на колоде «Цыганский пасьянс». Первые овны. Овны, 3 октября, четверг, события дня. Покажите мне, как пройдет этот день у овнов. Деловая встреча у вас может быть, свиток выпал. Удача, подкова. Успех, лавровый венок тоже есть. Роза есть и змея. Сердце, дружба и расческа, неприятность. Так, теперь проверяем горизонтали, вертикали с вами. Ой, господи, не туда положила. Книгу нельзя. Нет, нет, нет. Нет. И замочек тоже нельзя соединить. Получается, у вас в этот день может быть деловая встреча с кем-то. Удача, везение. Возможно, встреча пройдет удачно. Вас ждет успех в делах. Опять же, если брать встречу, то благодаря удаче все пройдет достаточно успешно. Приятная встреча, общение с друзьями и 2 негативных события: змея и расческа. Неприятности, общение с человеком, у которого длинный острый язычок. Вот, к сожалению, минусы тоже есть. Благодарю за внимание, овны, и переходим дальше к тельцам. Сейчас будем разбираться, что у тельцов. Так, овны, тельцы. 3 октября. События дня, тельцы. 3 октября. Пока не вижу совпадений. Печаль, к сожалению. Якорь. Рыба. Ух, одно лучше другого в кавычках события. Цветочек, ну хоть одно какое-то радостное. Цветок. Здесь нет. Также еще есть чемодан. Но здесь не вижу. Получается, я нашла 1, 2, 3, 4, 5 событий, из которых 2 негативных, 2 нейтральных, 1 хорошее. Получается, значит, первое выпало сразу: глубокое разочарование, печаль у вас может быть в четверг.
хитрость, обман, рыба, скользкое дело. Вас могут втянуть в какую-то махинацию, возможно, из-за этого и разочарование. Временная разлука, расставание с кем-то. Якорь, остановка где-то надолго. И единственный плюсик, который выпал, это исполнение желания. Так что вот такой, ну, не самый приятный день. Тельцы, будет у вас четверг. Благодарю за внимание. Перехожу я к близнецам. Смотрим. 3 октября. Четверг. События дня. Близнецы. Так, смотрим. Близнецы. 3 октября. Подарок. Ключ. Тайная встреча. Дорога. Корона. Здесь не вижу. Угу. Еще есть удача. Подкова. Так, подкова, а здесь нет совпадения. Получается, ну, у вас в целом день очень даже классный, я вам скажу. Смотрите, выпадает первое событие. Подарок. Удача, везение. Ключ. Открытые двери, новые возможности. То есть для вас нет никаких преград. Поездка. Открытые дороги. Можно так прочитать. Поездка, путешествие, общение с каким-то важным, влиятельным человеком, корона. И, может быть, еще тайная встреча в этот день. Так что события вообще одно лучше другого. Благодарю за внимание, близнецы. Я перехожу к ракам. Смотрим дальше. Значит, раки. 3 октября. 3 октября. События дня. Раки. Поехали, смотрим. Угу. Успех, первое событие. Успех в работе, в делах. Нерешенный вопрос, может быть. Цепь. Корона. Угу. Нерешенный вопрос с каким-то, видите, важным, влиятельным человеком. Не получается с ним решить вопросы, хотя, казалось бы, выпал успех. Ожидание. Нужно ждать. В четверг вопрос не решится. Так, проверяю горизонталь и вертикаль. Гости еще есть.
чашка чая. Здесь нет, 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 нет и нет. Получается, смотрите, в каком-то вопросе вас ждет успех в этот день. Один вопрос решится успешно, а другой вопрос не решится. И подсказка здесь, второй вопрос, который не решится, он будет связан еще с каким-то человеком влиятельным. Корона выпала. Карта ожидания показывает, надо ждать, долго ждать будете в этот день. И гости еще есть из хороших событий. Гости, успех. А из минуса это нерешенные вопросы и ожидания. Вот такие события для вас. Благодарю за внимание, раки. Перехожу ко львам. Третье октября, львы. События дня. Смотрим. Цыпленок, первое событие у вас, львы. Подарочек. Либо второй вариант свиток. Тоже тут, видите, можно и подарок соединить, и свиток соединить, смотря что вы увидели. Свиток — это деловая встреча, ну, подарок — это подарок. Солнышко, радость. Так. Прибыль. И конверт нельзя соединить. Получается, я нашла 4 события для вас. Первым выпал цыпленок, показывает, что в этот день будет общение, встреча с детьми, какой-то контакт, забота о детях, совместные какие-то мероприятия, может быть еще семья, прям всей семьей, не только дети, а вся семья. Прибыль, финансовые поступления, классное настроение, радость, позитив и подарки. Так что вот такой замечательный день у вас будет в четверг. Благодарю за внимание, львы. Я перехожу дальше к девам. Так, смотрим, девы. 3 октября. Октября, девы, события дня. Солнце, радость. Решили, что радости достаточно. Рыба, либо еще может быть замок, рыба или замок.
А, еще и конфликт. Вообще первым. Тогда я делаю вот так, смотрите. Конфликт, раз я его увидела, значит я его фиксирую. Конфликт, открытие тайны, замок. Здесь не вижу. Дальше, значит, смотрим ножницы, решение какого-то вопроса, может быть. Угу. Ну, здесь я больше не вижу совпадений. Получается, первое событие, классное настроение, позитив, солнце, радость. Дальше. Настроение может испортиться из-за какого-то конфликта. А, кстати, конфликт может быть потому, что откроется информация по замочку. Что-то выйдет наружу, какой-то секрет, тайна. Но зато и может у вас еще в этот день решиться какой-то вопрос в четверг. Вот такие события. То есть плюсиком есть решение вопросов настроения, а минусом скандал. Но опять же, может быть, это не вы будете ругаться, а вы будете видеть скандал. Так тоже бывает. Благодарю за внимание, девы, и я перехожу к весам. Весы, 3 октября, события дня. Угу. Машина, дорога. Гости нельзя. Чашечку соединить. Подарок. Расческу нельзя соединить. Бабочку нельзя. Угу, цветочку можно. Цыпленка нельзя. Нет. Нет совпадений. Солнышко есть по вертикали. И есть еще шарики. Значит, смотрите, у вас все события выпали классные. Вообще 3 октября, кстати, очень даже хороший день, я вам скажу. После сложного 2 октября, когда события были не очень, это прям такой, знаете, момент, когда можно выдохнуть. Поездка может быть, подарок, классное настроение, исполнение желания и хорошие новости. Ну, понятно, почему-то, да, вот не быть в хорошем настроении, что такие классные события. Новости радостные, исполнение желания, подарки, поэтому и настроение хорошее. В общем, вот такой замечательный денек. Четверг. Благодарю за внимание. Если перехожу к Скорпиону. Смотрим Скорпионы. 3 октября. События дня Скорпионы. Слезы. Первое событие.
Месяц. Змея. Вот, кстати, из-за нее могут быть слезы. Нерешенный вопрос. Цепь. Будильник. Новость, информация. Дерево, приглашение. Так, ну и, конечно, горизонталь, вертикаль смотрим с вами. Чемодан есть. Угу. Здесь событий нет. Получается, значит, что у нас с вами? Первое событие — слезы. Могут быть какие-то слезы, переживания. События, которые имеют цикличность, цикл. Вот там 3-го, 2-го, 3-го, 4-го происходит с вами, может быть, каждый месяц какое-то событие. Будильник предупреждает о том, что нужно правильно рассчитывать время в этот день, чтобы все успеть. Приглашение куда-то, получение информации, новостей, временная разлука, расставание, контакт, встреча со змеей, с ядовитым человеком, язвой и нерешенный вопрос. Если посмотреть ножнички, то, ну, в принципе, не так далеко друг от друга, поэтому этот вопрос вполне может скоро решиться. Просто еще, может быть, время не настало, время не пришло. Так что вот, ну, такой, знаете, день напряженный. Нерешенные вопросы, змеи, проблемы со временем, переживания какие-то. Нельзя его назвать таким вот легким. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. Стрельцы. Покажите мне, пожалуйста, информацию для стрельцов на четверг, 3 октября. Угу. Конвертик, первое событие. Чашка чая. Солнышко. Метла еще есть. Ссора. Угу. Бабочка есть. Здесь нет, здесь нет, нет. Не вижу, и здесь тоже не вижу. Получается, у вас может быть деловой разговор в четверг, получение. Возможно, в этом разговоре вы что-то для себя получите. Гости, хорошее настроение, радость, позитив и небольшая ссора. Либо второй вариант, метла еще может проигрываться как уборка, наведение порядков. Так как рядом солнце, это радость. Скорее всего, что проиграется как уборка, наверное. Может быть, вы ждете гостей, будете там порядки наводить. Так что в целом день неплохой. Если удастся избежать этой маленькой ссоры, то все будет отлично. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу я к козерожкам.
Смотрим дальше. Козероги. 3 октября. Козероги. События дня. У вас выпадает первая роза, первое событие. Чемодан второе. Метла третья. Угу. Лебедь еще есть. Прибыль в сундук. Здесь не вижу. Горизонталь, вертикаль не нашла. Значит, получается 5 событий. У вас точно будет приятная встреча, возможно, даже свидание, потому что выпала еще верность, гармоничные отношения в паре. По финансам будет плюсик, прибыль выпала, финансовые поступления в этот день. Временная разлука, расставание с кем-то, чемодан. И может быть небольшая ссора, метла. Ну и еще второй вариант. Метла может проигрываться как уборка. Как будет так или так, ну, посмотрим. Но опять же, ссору можно избежать при желании. Если вы видите, что ситуация накаляется, всегда можно прекратить, избежать этого. Благодарю за внимание, козерожки. Перехожу к водолеям. Так, водолеи смотрим. 3 октября. Октября. События дня водолеи. Так, водолеи, смотрим четверг, что там будет. Угу, сразу же нерешенный вопрос может быть, цепь. Подарок. Подарок, презент. Угу, дорога. Еще одно событие. Шарики. Ну, тут два варианта. Смотрите, либо шарики, либо колодец соединяется. Я увидела шарики. Колодец – это печаль. Ножницы. Смотрите, вопрос, который невозможно будет решить утром. Первое событие выпало. Не решение вопроса. Решится, скорее всего, вечером. Ну, либо во второй половине дня. Он решится. Может быть, вот не с первого раза и не сразу как-то у вас. Дальше, значит, метлу нельзя соединить. Также есть застолье. И видите, смотрите, как приходят хорошие новости о том, что вопрос решается. Вот этот вопрос, который казался нерешаемым. И, возможно, вы даже будете это дело отмечать. Так, здесь нет. Я не вижу совпадений. Не вижу. Вижу мешок с деньгами.
Но здесь, знаете, как мешок может показывать и расходы, не обязательно доходы. Могут быть какие-то траты. Так, получается, в этот день, смотрите, единственное негативное событие – это нерешенный вопрос с утра. И то, не переживайте, этот вопрос будет там ближе к вечеру решен уже. Нерешенный вопрос, подарок, может быть, здесь подарок поможет. Смотрите, траты на какой-то презент, подарок, вы преподносите презент, и вопрос решается. Может быть, даже вот так. В общем, подарок, машина, поездка, позитивные радостные новости, решение вопроса, какие-то события, связанные с финансами и застолье. Вероятность там, не знаю, где-то с кем-то посидеть хорошо, отметить что-то. Так что вот такой вот день. Даже негативное событие у вас превратится в позитивное к концу дня. Благодарю за внимание и перехожу я к рыбкам. Остались рыбки. Смотрим. Рыбки 3 октября. События дня. Рыбы. Четверг. Покажите мне, что будет у рыбок в четверг. Угу, рыба. Первое событие сразу не увидела. Угу. Друзья, второе событие. Корона. Бокал с друзьями. Застолье. Угу. Ножницы. А ножницы с короной. Решение вопроса с представителем закона власти. Встреча нет. Ну, здесь тоже нет. Солнышко, радость. Радость, классное настроение рядом с бокалом. Так. Нет. Ну, вроде бы не вижу больше совпадений. У вас получается, диагоналями не соединяем, не забывайте. Подарочек нельзя соединить. Так, ну и мешок тоже нельзя. Тут много событий есть, которые нельзя. Получается, у вас в этот день предупреждение, сразу же скользкое дело выпадает первым событием. С одной стороны, это может быть предупреждение. Постарайтесь, да, чтобы вас там не втянули ни в какие махинации, манипуляции. А с другой стороны, рыба может показывать, например, с застольем, что это какая-то вкусная рыба. Поэтому может быть и так, и так. На всякий случай будьте начеку. Дальше общение с друзьями, застолье, классное настроение, решение какого-то вопроса и общение с очень важным, влиятельным человеком. Возможно, вот общение с ним поможет вам решить какой-то вопрос. Ну вот из предупреждений только рыба. Для вас на четверг. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.